Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В рамках мероприятий, посвященных Году защитника Отечества в Якутии, до 25 июля в сокровищнице республики организована выставка «Алмазы героев России». Эта уникальная экспозиция представляет собой масштабный проект. И организовано это все дело Министерством финансов и Гохраном республики. Экспозиция стала значимым культурным событием, способствующим укреплению духовных ценностей, патриотическому воспитанию населения и формированию позитивного отношения к служению своему народу и государству. У жителей и гостей Якутии есть возможность воочию увидеть именные алмазы героев Великой Отечественной и героев СВО якутян. Вот подробнее об этой выставке мы сегодня и поговорим с гостем нашей студии. Иван Иванович, добрый день. Добрый день, Надежда. Расскажите, а кому принадлежала такая идея присвоить имена алмазам героев специальной военной операции? А эта идея возникла по итогам встречи главы республики с общественностью. Общественность предложила такой вариант, глава Айсен Сергеевич одобрил и дал поручение нашему Министерству финансов совместно с Гохраном республики разработать этот проект и таким образом увековечить подвиг наших земляков, участников специальной военной операции. А как создавалась концепция выставки? Потому что там есть герои и прошедших лет, и нашего времени. Да, вот этот год, 2025 год, это у нас 80-летие победы в Великой Отечественной войне, также год защитников Родины и Отечества. И мы здесь решили объединить эти две знаменательные даты. Соответственно, мы знаем, что у нас наши земляки, якутяне, которые являются героями Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, их у нас 25 человек. Мы собрали часть из них настоящие алмазы, часть копии. Все это собрали у себя в сокровищнице, а также 11 именных алмазов, которые распоряжением главы в этом году были присвоены имена участников специальной военной операции Героев Российской Федерации. Здесь надо отметить, что наша сокровищница — это часть нашего Государственного фонда драгоценных металлов и камней. Мы же все знаем знаменитую московскую, которая в Кремле находится, алмазную сокровищницу, но мало знаем, что наша сокровищница — это аналог федерального. По законодательству всем субъектам дано право формировать свои государственные фонды, при этом оно в полной мере в соответствии с законодательством реализовано только в нашей республике. И те, кто были в сокровищнице, в части нашего Государственного фонда ценностей, здесь можете увидеть не только драгоценные металлы, камни, алмазы, бриллианты, но здесь люди могут, особенно наши гости, прикоснуться к части нашей истории, культуре народов, которые живут в Республике Саха-Якутия. И, соответственно, люди, которые посещают выставку, они всегда выходят и говорят, что они уже узнали много о нашей республике. То есть здесь не только часть драгоценных металлов и камней, здесь культура и опыт наших мастеров. И когда мы отбирали 11 уникальных камней, здесь была концепция в том, что республику люди как знают. Якутия всех ассоциируется. Первое — это морозы, второе — это алмазы. Соответственно, алмазы, которые носят имена героев специальной военной операции, наших земляков, они олицетворяют ту параллель, что наши люди, они такие же крепкие, так как алмаз же самый крепкий минерал, наши люди, наши земляки, они такие же крепкие духом, как и природный алмаз. Ну и, соответственно, алмаз — это Якутия, наши земляки, участники специальной военной операции, герои Российской Федерации, они, соответственно, ассоциируются с алмазами. И 11 уникальным камням присвоены имена наших земляков. И, соответственно, это все будет увековечено и постоянно хранится в нашем государственном фонде. А по закону то, что есть в государственном фонде, оно не подлежит откреплению, отчуждению. То есть оно навечно осталось. А нашим ребятам мы подарили точно такие же копии, которые они себе забрали на память, и ребята были очень довольны. Но по такой же логике, имея в виду стойкость духа и то, что алмаз сам по себе крепкий, присваиваются имена и выдающихся деятелей республики. Да, как раз выставка, где 25 именных алмазов, часть из них копии, часть оригиналы героев Советского Союза, 11 героев СВО, и мы здесь сделали тематическое небольшое отступление. 3 наших земляка, героя СССР, они были финансистами. То есть мы отдельно поставили, так как это все-таки Министерство финансов, отдельный стенд, посвященный землякам, героям СССР, финансистам. Добавили именной алмаз Ивана Николаевича Алексеева. Он долгое время работал министром финансов нашей республики, и он фронтовик, кавалер нескольких орденов и медалей, участник Великой Отечественной войны, соответственно, его именной алмаз тоже там хранится. А также есть подлинный алмаз первого героя из народа Саха, Федора Кузьмича Попова.
Расскажите о параметрах этих алмазов. Ну, какого размера они, например, что из себя представляют? Но все камни, они уникальные сами по себе. Это достаточно крупные минералы, и, соответственно, они имеют очень хорошее качество по свету, по форме и по каратам. Кто был, они видят, что это достаточно крупные камни. А вот недавно, ну, президент Владимир Путин подписал указ о том, что у нас в республике появился 12-й Герой России. Будет ли ему присвоен также именной алмаз? Обязательно. Мы сейчас готовим проект распоряжения главы о присвоении. Камень мы уже отобрали. Камень у нас есть в Государственном фонде. И, соответственно, как только выйдет распоряжение главы о присвоении этого камня имени нашего 12-го героя, соответственно, мы изготовим копию, составим паспорт камня, и в торжественной обстановке глава республики вручит новому герою сертификат и копию камня. То есть получается, что вот с момента открытия выставки, с 6 мая, если не ошибаюсь, церемония вручения превращается в такую добрую традицию. Ну, на самом деле выставку мы открыли в канун 9 мая, знаменательные даты в нашей стране. Мы открыли его 7 мая и планировали, что продлим его до 25 июля. Соответственно, 80 дней, символическое количество дней, будет действовать выставка. Но, скорее всего, так как есть очень большой спрос, мы эту выставку будем продлевать, чтобы большее количество людей могло посетить и увидеть своими глазами именные камни. А сколько человек за это время посетило выставку? Есть ли к ней интерес? Вот за это время, только вот с мая по июль, около 3500 человек посетило. А если брать в целом нашу сокровищницу, у нас же последние годы практикуются и выездные. У нас была выездная в городе Владивосток, мы ездили в Кемерово. В прошлом году часть экспозиции мы вывозили в Казахстан. И везде люди очень интересуются нашей выставкой. Ну и повторюсь, они видят не только камни и золото, да, они видят культуру, традиции нашего народа. И, соответственно, в этом году у нас еще в планах поехать в августе в Татарстан и там организовать выездную выставку нашей сокровищницы. Возвращаясь к процедуре присвоения, как проходит отбор кандидатов, кто принимает решение, какая организация? Присвоение камням имени героев специальной военной операции, оно осуществляется на основе распоряжения главы республики. Айсен Сергеевич Николаев сам подписывает распоряжение и присваивает тем камням, которые были отобраны, имена наших земляков, героев, участников специальной военной операции. Выставка уже скоро завершит свою работу, но есть ли возможность у жителей, гостей республики где-то еще посмотреть на именные алмазы? Ну вот, как я сказал, учитывая спрос, который есть, мы планируем продлить выставку. Но там помимо алмазов есть много другого, что можно посмотреть. Но именно именные алмазы мы планируем продлить. И, как я сказал, еще будет выездная в Татарстане, где мы часть камней тоже возьмем с собой, чтобы люди, которые посетят Казань, тоже могли увидеть, что у нас есть такая традиция присвоения камням имени наших героев. И, кстати, надо сказать, что в других странах и в мире вот мало такой практики, когда камням присваивают имена людей. Но вот учитывая, что это все-таки на самом деле большая ценность, которая хранится у нас в республике, не опасно ли вывозить в другие регионы, уж тем более за границу? Может быть, для таких экспонатов требуется какой-то особый режим? Безусловно, вывоз таких экспонатов, он соблюдается со всеми нормами безопасности. Это касается охраны, страховки, выбора места хранения. Здесь очень строгие правила, и мы эти все строгие правила придерживаемся на все 100%. Помню, что во время Дней Якутии в Казахстане выставка также пользовалась большим спросом. Давайте поговорим о предстоящем выезде в Татарию. Что будет там? В Татарстан мы вывозим не только камни, но и изделия наших ювелиров, мастеров. Там очень большой перечень достаточно. Мы все эти списки сверяли с Министерством культуры Республики Татарстан. И им, безусловно, интересно все. Но мы все вывести тоже не можем. Мы должны здесь оставить часть. Поэтому мы специально отбирали то, что может быть интересно нашим коллегам из Татарстана. При этом мы везем туда именной алмаз 100 лет Татарской ССР. То есть у нас есть даже такой камень, который в Казани нет. И они впервые увидят этот камень.
А мы можем тогда говорить о том, что если мы едем с таким культурным просветительским десантом, то татары тоже к нам приедут? Еще раз после Сабантуя. Ну, татары к нам неоднократно уже приезжали, но надеемся, что они привезут еще что-то из культурного наследия, потому что, когда мы были в Казахстане, была договоренность, что и Казахстан нам привезет свои ценности. Поэтому такой культурный опыт, безусловно, обмен опытом должен быть, и чтобы жители нашей республики тоже могли увидеть то, что есть в Казахстане, в Татарстане, в других субъектах Российской Федерации. Вот мы же видели, что в Национальный художественный музей привозил и Третьяковскую галерею, экспозиции с Эрмитажа, картины Айвазовского, Ивана Ивановича Шишкина. Да, вот Шишкина как раз перевозили с Казани, с музея Казани. Поэтому мы надеемся на дальнейшее сотрудничество культурное и, соответственно, чтобы это сотрудничество приносило пользу нашим жителям тоже. Ну что ж, будем ждать. Иван Иванович, большое спасибо, что нашли для нас время, поделились такой интересной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.